В эфире итоговая программа новостей. Расскажем о главных событиях уходящей среды. В студии Василий Радченко. Здравствуйте. Смотрите в программе. Большой снежный покров и толстый лед. В МЧС России предупредили о высоких рисках возникновения чрезвычайных ситуаций в период паводка. Депутат Госдумы Галина Данчикова посетила Южную Нюю в Ленском районе. Одной из основных проблем там является больница, которая находится в плачевном состоянии. Нуждаемся также в санитарной машине. У нас скорой помощи нет. Мирнинский региональный технологический колледж в этом году запустит фабрику процессов. Проект позволит увеличить перечень специальностей, обучающих нефтегазовому делу. Алданская библиотека имени Некрасова будет отвечать современным требованиям и запросам пользователей. Через несколько дней там начнут ремонт и модернизацию. 12 медалей привезли домой нерюнгринские легкоатлеты. Говорят, самым сложным было набрать форму и справиться с волнением после затяжного перерыва из-за пандемии. В МЧС России предупредили о высоких рисках возникновения чрезвычайных ситуаций в период паводка. Все дело в высоте снежного покрова и высоком содержании воды на большей части территории страны. Из-за аномальных морозов этой зимой на Дальнем Востоке реки замерзли на пике своей водности, что привело к значительному увеличению толщины льда. Негативно повлияют и повышенные снегозапасы на сопредельных территориях Китая, предупредили в антикризисном центре ведомства. Толщине льда у нас есть некоторые превышения, конечно, варьируют от 10 до 40 сантиметров. Это на реке Лена. Значит, у нас в нижнем течении, в верхнем течении. И здесь еще есть превышение на реке Колыма у города Среднеколымск. Да, еще есть превышение в Амге аж на 17 сантиметров. 9 тысяч участков городского округа Якутска, по данным Минэкологии, попадают в зону затопления. Об этом сегодня сообщили на совещании по предстоящему весеннему половодью. В частности, жителям Табаги, Хатасов, пригородного Итулагина запрещено возводить частные дома. Многие из них получили эти участки по программе поддержки многодетных семей. Также из-за этого запрета запрещено благоустраивать эти территории. Решить проблему могут только строительство инженерных сооружений. Но и проектирование одной такой дамбы обойдется городскому бюджету в 30 миллионов рублей, а таких дамб требуется 4, что не по силам бюджету столицы. Поэтому на сегодняшнем собрании приняли решение обратиться по решению данного вопроса к региональным властям для финансирования из средств КЧС. У нас, есть обременения, которые коснулись мы сами, как городской округ столкнулись. Мы сегодня имеем сложности по строительству социальных объектов в пригородах. У нас сегодня уже есть проблема по вводу сетей газоснабжения, построенных для 945 земельных участков, выделенных многодетным семьям в Хатасах. У нас возникает проблема со строительством дорог, выделенных многодетным семьям. Ну и ряд проблем, которые с любым строительством социальных объектов. Правительство страны выделило Якутии более 800 миллионов рублей на ремонт и реконструкцию дорожной сети. Из них почти 250 миллионов затратят на реализацию национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», остальное на реконструкцию 3 крупных мостовых переходов. Это мост на автомобильной дороге Амга через реку Алахюнь, мост через реку Нюя в Ленском районе, а также мост в Тампонском районе. Общая стоимость объектов составляет более 3 миллиардов рублей. При этом министр транспорта и дорожного хозяйства подчеркивает, выделение дополнительного финансирования на ремонт мостов стало возможным благодаря слаженной и эффективной работе главы и правительства Якутии. Данные мосты должны быть реализованы в период, работа по ним должна завершена быть в 2022-2023 годах. По Аллахюню работы с прошлого года уже проводятся, закончатся в 2022-м. По мостовым переходам через реку Нюя и реку Минкуле, конкурс будет объявлен в этом году в самое ближайшее время. Галина Данчикова во второй день рабочего визита в Ленский район посетила поселок Южная Нюя. Сначала она возложила цветы к памятнику павших героев, затем депутат Государственной Думы посетила врачебный участок.
Целью поездки депутатов на СЛЕК стала оценка здравоохранения. Медучреждение находится в плачевном состоянии. Здание ветхое, капитальный ремонт не проводился давно. В больнице холодно. Нет в Нюйской больнице и детских коек, несмотря на то, что учреждение оказывает медпомощь 3 близлежащим наследам. При этом нет даже автомобиля скорой помощи. Нуждаемся также в санитарной машине. У нас скорой помощи нет. Наше население не подлежит, наше количество населения не подлежит, чтобы у нас была скорая помощь. То есть у нас есть только санитарная машина. После Галина Данчикова отправилась в Нюйскую пекарню, которая славится свежим хлебом. Депутат пообщалась с сотрудниками предприятия и заслушала наболевшие вопросы, пообещав содействие в их решении. Завершилась поездка в НАСЛЕК встречи с активистами. Единый государственный экзамен в России стартует в этом году 31 мая с географии, литературы и химии. Экзамен по русскому языку планируется провести 3 и 4 июня. Испытания по профильной математике проведут 7 июня, по истории и физике 11, по обществознанию 15 июня. Биологию и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам выпускники будут сдавать 18 июня. Также опубликован проект расписания государственных выпускных экзаменов, которые будут сдавать не планирующие поступать в вуз школьники. Выпускникам нужно только 2 обязательных предмета. 25 мая пройдет русский язык, 28 мая – математика. Мирнинский региональный технологический колледж в этом году запустит фабрику процессов. Проект позволит увеличить перечень специальностей, обучающих нефтегазовому делу. Производственная фабрика полностью воссоздаст основные рабочие процессы, встречающиеся в нефтегазовой сфере. Подробнее Марфирина Алексеева. За последние годы нефтегазовая промышленность активно внедряется и промышляет на территории Мирнинского района и в Якутии в целом. Но трудоустройство местного населения при этом привлекается в незначительном количестве. Руководители промышленных компаний связывают это с тем, что в Якутии мало квалифицированных специалистов в нужной им сфере и продолжают возить работников с Центральной России. Чтобы решить данную проблему, высшие и средние образовательные учреждения района активно внедряют в перечень специальностей профессии промышленных направленностей. Так, в Светлинском филиале Мирнинского технологического колледжа уже в сентябре этого года откроется первая и единственная в Якутии производственная фабрика, воссоздающая процессы нефтегазовой деятельности. Мы готовили, можно сказать, теоретически. Мы готовили безадресно, то есть конкретного заказчика на подготовку мы не видели, а сегодня мы уже четко и явно видим, что на площадке Западной Якутии работают уже более 10 недропользователей. Первый выпуск у нас именно студентов, которые пройдут практическое обучение на нашей фабрике процессов. Это у нас будут студенты по сетевой программе с Сунтарским технологическим колледжем именно по профессии оператор по добыче нефти и газа. Это июнь 2022 года. Перед недропользователями уже в июне 2022 года будут выпускники, которые прошли практикоориентированное обучение на фабрике процессов полного цикла. На сегодняшний день колледж уже начал адресно готовить специалистов для определенных компаний. А это значит, что студенты имеют дальнейшее трудоустройство. Все места, которые будут для студентов, они будут бюджетные. Мы 1 сентября планируем, что мы наберем 100 человек по 4 специальностям. Это добыча нефти и газа, это переработка нефти и газа, это лаборант-эколог и электрослесарь в нефтяной отрасли. Помимо обучения студентов, в колледже будут краткосрочные курсы и для взрослого населения. В общем, 24 специальности в сфере нефтегазовой промышленности. Марфирина Алексеева, Артем Алексеев, Мирный. Бойцы невидимого фронта – так себя называют сотрудники службы энергетики Ленского отделения УМТС. Их работа для всего коллектива часто остается незаметной, но ремонтники, сантехники и газоэлектросварщики не расстраиваются. Значит, свою работу выполняют хорошо. Олеся Васева встретилась с представителем ремонтного звена. За столом с инструментами слесарь Ильшат Богданов. Сегодня в работе заглушка для систем отопления. Узел нужно полностью перебрать. Перепрессовываем, смотрим, сальники подбиваем, прокладки вырезаем, чтобы летом можно было просто прибежать в склад, забрать и поставить, чтобы времени меньше уходило. Так как территория большая, объектов много, стараемся все быстро делать.
Такую заглушку специалист с 25-летним стажем перебирает почти с закрытыми глазами. Сколько таких отремонтировал только за 20 лет в УМТС. Зимой у слесаря-ремонтника работы меньше, чем в другие сезоны. Все системы теплоснабжения запущены с осени и работают. Самое время готовиться к летним ремонтам. Вот тогда каждый день на счету. Нашу работу так-то, в принципе, и не видно. Вы же домой приходите, там у вас светло, тепло. Вы же не задумываетесь об этом. А мы пришли, следим за это, чтобы у вас было тепло и светло. Ну, так как у нас предприятие, мы смотрим, чтобы на предприятии было светло и тепло. Таких, как Ильшат Богданов, в службе главного энергетика УМТС 7 человек. Следят не только за теплоснабжением, но и за энергообеспечением всего большого предприятия. Территория только центральной базы 30 гектар. В обслуживании по всему Ленскому отделению УМТС 7 километров теплосетей и в 2 раза больше электрических кабелей в складах и офисах. С таким объемом рабочие справляются. Межотопительный период они занимаются ремонтом. Это ремонт задвижек, теплосетей, электрокотлов, которые мы обслуживаем. В отопительный период в основном у нас идет контроль за работой. Лучше, как говорится, предупредить, чем потом устранять сложные аварийные ситуации. Слесарь Ильшат Богданов называет себя и своих коллег бойцами невидимого фронта. В этом мнении служба едина. Лучше пусть не вспоминают. Если о ремонтнике говорят, значит что-то идет не так. Олеся Васева, Олег Соснин, телеканал «Алмазный край». 18-я межрегиональная специализированная выставка «Стройиндустрия Севера. Энергетика ЖКХ» начала свою работу в Якутске. На одной площадке собираются строители, энергетики, специалисты коммунального комплекса, поставщики, покупатели, инженеры, а также представители бизнес-сообщества и власти. О трендах современного строительства узнал Юрий Осипов. Дмитрий представляет компанию, которая занимается производством и поставкой кровельных и фасадных материалов. Они не новички на этой выставке и участвуют уже в 3-й раз. По его словам, продукция компании подходит в том числе и для климатических условий Якутии. Мы используем высококачественные материалы, в частности сталь с высоким цинкованием от 80 микрон, что позволяет использовать наши материалы в течение 10 лет без изменения их свойств. А также позволяет использовать в низких температурах и высоких температурах, то есть при любом агрессивном воздействии среды. На специализированной выставке собрались 45 предприятий из 9 регионов страны. Здесь специалисты знакомятся с новыми технологиями, обмениваются опытом и заключают договоры на поставку оборудования и материалов, необходимых для развития отрасли. Цель таких выставок – это показать, во-первых, новые технологии, которые сейчас имеются, новые технологии, новые материалы какие-то, новые инструменты, новую технику показать, которая появилась на рынке. И второе, здесь собираются в одном месте, на одной площадке собираются как потребители тех или иных материалов, так и их производители. То есть заключаются здесь договоры о намерениях и так далее. Особенность выставки в том, что она интересна как профессионалам отрасли, так и тем, кто просто занимается ремонтом или строительством. Выставка будет проходить до 4 марта включительно. Желающие могут посетить ее в спортивном комплексе «Мадун». Юрий Осипов, Георгий Григорьев, Якутск. Регистр доноров костного мозга создадут в республике при участии волонтеров из ВФУ. Для этого студентам медицинского института необходимо найти 100 потенциальных доноров. В апреле месяце пройдут обучение в школе «Капля крови». В программу планируют включить образовательные курсы для доноров, направленные на разъяснение медицинских, правовых и нравственных аспектов этой деятельности, ее компонентов и костного мозга. По словам организаторов и координаторов проекта, у населения существуют мифы о донорстве, которые необходимо развенчать. Оформить пособие по уходу за людьми с инвалидностью станет проще. Граждан избавили от необходимости предоставлять в пенсионный фонд весь набор необходимых для выплат справок. В частности, сведения о том, что заявитель не работает, не получает пособие по безработице, сотрудники ПФР должны получить сами из федеральных информационных систем. Об этом сообщается на сайте Кабинета министров.
Увеличится количество многодетных семей, имеющих право выбирать ежегодно оплачиваемый отпуск в удобное для них время. Закон об этом планирует рассмотреть Совет Федерации. С 2018 года семьи с 3 и более детьми вправе самостоятельно определять любое время для своего отпуска. Льгота перестает действовать после того, как старшему из детей исполнится 12 лет. Законом предлагается поднять эту планку до 18 лет. Однако воспользоваться данным правом можно будет до достижения младшим из детей 14-летнего возраста. Алданская библиотека имени Некрасова будет отвечать современным требованиям и запросам пользователей. Через несколько дней там начнут ремонт и модернизацию. Подготовку к большому начинанию с сотрудниками разделили студенты Алданского политехникума. Подробности в сюжете Татьяны Вахниной. В библиотеке имени Некрасова кипят работы. Сотрудники пакуют книги строго в алфавитном порядке и подписывают коробки, чтобы потом при расстановке не было путаницы. Правда, на место литература будет возвращена только летом. А сейчас необходимо освободить помещение. Через несколько дней в библиотеке начнется ремонт. Мы выиграли нацпроект «Культура», создание модельных библиотек на 2021 год. Вот в рамках этого проекта у нас и производится модернизация библиотеки. Книжный фонд перемещается в книгохранилище. В подготовительных работах библиотекарям помогают студенты Алданского политехникума. С утра у ребят лекций нет, а в библиотеке будущие бульдозеристы проходят трудовую практику. Мы тут помогаем в библиотеке, реконструкция. Вот закрывается после открытия. Тут у нас будет виртуальный зал. Снова откроют двери, и мы будем ходить. Студенты работают споро, количество коробок уменьшается быстро. Впрочем, возможность потрудиться у ребят будет до конца недели. После уборки литературного фонда наступит черед мебели. Ребята замечательно работают. В общем-то, мы наоборот им говорим о том, что не таскайте вы эти коробки, по 3, по 4 коробки таскают. Но ответственные ребята, очень молодцы, дисциплинированные. Между библиотекой Некрасова и Алданским политехникумом заключено партнерское соглашение о взаимодействии, в рамках которого студенты и помогают библиотекарям в подготовке к ремонту. Трудовая практика ребятам в удовольствие, а после обеда их сменит вторая группа волонтеров. Двери читателям библиотека откроет в июле. С учетом объема реконструкции несколько месяцев, срок совсем небольшой. Библиотека должна будет стать коммуникационной площадкой интеллектуального, духовного развития населения, просвещения, ну и культурного досуга. Ожидается, что после ремонта Некрасовка станет совсем иной. При сохраняющихся традициях залы будут модернизированы согласно требованиям информационного общества. Добавится коворкинг, добавится библиокафе, комната виртуальной реальности, ну и, в принципе, различные любительские кружки по интересам. Ремонт в библиотеке начнется в середине марта. Пока будут идти работы, читальня станет осуществлять деятельность в уже известном дистанционном формате. Татьяна Вахнина, Георгий Баранов, Алдан. О влиянии национальных общин на развитие культуры и общества говорили сегодня на различных площадках в рамках визита делегации Республики Татарстан в Якутию. К каким выводам пришли и по каким направлениям выстроится работа, выяснял Дмитрий Тымыров. Россия многонациональная. Представители всех народностей, населяющих нашу большую страну, должны чтить свои корни и сохранять культуру. И в первую очередь важно передать это молодежи и подрастающему поколению. Я не могу сказать, что мы исчезаем. Просто я на профессиональном уровне этим занимаюсь. А вообще на площадке России, то, конечно же, идет ассимиляция. И важно людям рассказывать. Вот сегодня я тоже подготовила программу о самоидентичности, то есть чтобы росло самосознание. Но чтобы росло самосознание, человеку нужно знать историю, показывать, насколько это актуально, и что ты являешься частью такой большой мировой культуры. Действительно, в условиях мировой глобализации есть опасность утратить национальную идентификацию. Главная задача, чтобы этого не допустить, сохранять народные языки. На самом деле это является очень актуальной темой. Почему? Потому что, так скажем, эта идентичность каждого народа, она, к великому сожалению, утрачивается со временем. Современная молодежь, мы дошли до того, что
ребята уже не знают своего элементарного родного языка. И поэтому поднятие темы изучения родных языков, поднятие темы изучения своей родной культуры, культуры, традиций и, так скажем, трансляция их для других народов, для других людей и просто обмен опытом — это очень важно. Сегодня каждый регион страны ежегодно получает от федерального бюджета финансирование на развитие межнациональных и межэтнических отношений. В этом году летом, в июне месяце, мы планируем сделать там большое мероприятие Дни Якутии в Республике Татарстан. Организационные моменты сейчас уже делаются. Наш министр по внешним связям и делам народов Гаврил Витальевич Кириллин туда тоже в состав этой делегации включен. В рамках своего визита в Якутию делегация Татарстана провела различные мероприятия, а также успела ознакомиться с культурой и современными реалиями нашего региона. Теперь уже делегацию республики ждут с ответным визитом в Татарстане. Дмитрий Тымыров, Семен Семенов, Якутск. А в следующем сюжете расскажем о ребятах, которые показали отличные результаты на республиканском первенстве по легкой атлетике, которое проходило в конце февраля. Нерюнгринцы привезли с собой 12 медалей. Со спортсменами встретилась Ирина Кичигина. Это первый выезд нерюнгринских спортсменов-легкоатлетов на соревнования после почти годового перерыва. В период жестких ограничений пришлось тренироваться удаленно, поэтому были опасения потерять форму. Тренер Сергей Докторов рассказал, как этого удалось избежать и в чем секрет тренировок, позволяющих сохранить такую форму. В прошлом году легкоатлеты закрыли сезон, и в этом году сезон открыли. Вот. Было сложно, трудно. Дети дома занимались. Потом, когда летом вышли на улицу, было более-менее хорошо. Но потом, когда горняк открылся 24 ноября, мы усиленно, вдвойне начали тренироваться и готовиться к первенству республики. Ребята всегда составляли серьезную конкуренцию своей возрастной категории. И в этот раз опять превзошли соперников, заняв на первенстве республики 2 первых, 4 вторых и 6 третьих мест. Но все-таки для юных спортсменов соревнования прошли сложнее, чем те, которые были раньше. Все боялись за форму, боялись за результаты, за время, но после всего этого страха добились своей цели и приехали домой с хорошим результатом. А скажите, довольны ли вы результатом, который все-таки вы сегодня нам показываете? Конечно, довольны. После такого перерыва заняли почти все места. Теперь мы можем быть уверены, что несмотря на любые обстоятельства, благодаря профессионализму тренера и упорству наших спортсменов, количество медалей и призовых мест будет только приумножаться. Ирина Кичигина, Сергей Козюра, Нерюнгри. На сегодня все. Наши корреспонденты продолжат следить за новостями. Не забывайте носить маски, дезинфицировать руки, держать социальную дистанцию. Спасибо за внимание и до свидания.